Дела в Якутске снова зовут в дорогу. Из Бердигистяха Владимир Степанов каждый месяц отправляется в столицу на такси. Услугами частных извозчиков мужчина старается пользоваться редко. Для пенсионера дорога туда и обратно – дорогое удовольствие. 1500 рублей. Это туда и обратно. Это не считая, что я кушаю туда-сюда. Частное такси для большинства жителей Горного, как и многих других районов Якутии, сегодня единственная возможность попасть в столицу региона. Добраться в Якутск с помощью таксомоторных служб сегодня можно почти со всех районов республики. Цена за одно место начинается от 500 рублей в ближайшие населенные пункты, как Намцы и Бердигистях, и заканчивается 9000, например, в Оленек или Аймикон. В осенне-весенний и предпраздничные периоды цены растут минимум на 15%. Стоимость проезда сегодня практически никак не регулируется. Водители пассажирских такси устанавливают тарифы, исходя из собственных потребностей и желания получить определенную выгоду. 90% всех пассажирских перевозок республики находится сегодня в частных, но далеко не всегда честных руках предпринимателей. Искореженные кабины, вещи на дорогах и оборвавшиеся человеческие жизни. Беспечность водителей ежегодно оплачивается новыми жертвами. Страшнее всего, что трагический список пополняют дети и подростки. Ранним утром 23 ноября на 752-м километре автодороги Вилюй водитель Toyota Хайс совершил опрокидывание транспортного средства. В момент ДТП в салоне находилось 13 пассажиров. В результате аварии погиб 13-летний подросток. Водитель не имел лицензии на перевозку, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. И таких ДТП ежегодно фиксируют более десятка. Половина всех случаев выпадает на долю водителей без лицензии. Но даже те, кто получил право на перевозку, зачастую имеют неполный комплект документов или ставят в салон дополнительные кресла. Такси, да? Страховка пассажиров, ладно? При наличии лицензии тахографа у этого водителя не оказалось страховки на пассажиров. По федеральной трассе Вилюй проходит сразу несколько маршрутов. И именно здесь выявляют больше всего нелегальных перевозчиков. Неделю бывает по 4, бывает по 3. Ну, в среднем месяц получается это где-то 12-10 там. Стабильно 12 нелегальных таксистов. Частные такси начали активную работу после распада Советского Союза. До начала 90-х водители для межгорода были элитой транспортного предприятия. Автобусы курсировали из Якутска по всем направлениям. Одним из списка лучших был Анатолий Ломохов. Ветеран ЕПАК за рулем почти 40 лет. В те времена в ЕПА принимали со вторым классом, не меньше. А чтобы второй класс, это года проходили, чтобы заработать. А сейчас что, он только отучился, сел, поехал. Тем более людей везет. Никакого контроля, ничего у него нету. Нелегальных водителей зачастую покрывают и сами пассажиры. Во время проверки они притворяются родственниками, которые якобы бесплатно едут в один район. Но все же в последнее время жители Якутии стали чаще пересаживаться на автобусы. Наталья Хазиева не доверяет таксистам довести себя даже до дома в Шатае. Дорога скользкая, все. Кто знает, как таксисты. 550 рублей. Да, 550 еще как поедет и как лучше мы так, потихонечку. Для муниципальных предприятий контроль безопасности пассажиров стоит на первом месте. Осмотр техники и водителей проводят ежедневно перед выходом на линию. У нас непосредственно база, перед тем, как выезд автобуса производится осмотр. И у нас медик свой, проходит освидетельствование. Но даже если все перевозчики перейдут под контроль государства, пустить маршруты на линию получится далеко не сразу. Большая часть дорог республики не проходит по требованиям ГОСТов. В некоторые районы и вовсе можно добраться только в определенное время года. И для них, по мнению экспертов, необходим свой вид транспорта. Мы инициировали вопрос о производстве отдельной линии, вообще линейки транспортных средств вездеходных, которые могли бы, обслуживать население и в любое время года. В соседнем с Якутией Хабаровском крае такой проблемы, как междугородние перевозки, практически не существует. С городского автовокзала можно добраться даже до Владивостока. Начинается посадка на автобус маршрута 106, Хабаровск, 10-й участок. На междугородних рейсах здесь поставлены автобусы повышенного комфорта как для пассажиров, так и для водителей. Каждые 4 часа они меняют друг друга. Пример соседей решили перенять и в Якутске. Сегодня главный столичный перевозчик решает вопрос о закупке транспорта для междугородних перевозок. Это большие автобусы с вместимостью где-то 50 человек, от 40 до 50 человек, оборудованные специально и туалетом, умывальником, чтобы на длительное расстояние, и спальным местом для водителя.
Одним из первых утвержденный маршрут получат жители Бердигистяха. К 2018 году после завершения реконструкции федеральная трасса Вилюй должна получить дорожный паспорт, и по ней отправятся первые муниципальные автобусы. Проблема междугородних пассажирских перевозок в Якутии требует комплексного подхода, но водителям и пассажирам необходимо определиться, что же все-таки важнее – желание сэкономить и получить быстрые легкие деньги или жизнь человека. Ведь дорога, особенно на севере, ошибок не прощает. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Вести, Якутия, Хабаровский край.